Ребят, поздно заметил. Он где-то вон туда перелетел, рябчик. Где-то вон там. А вон взлетел. Ниже, наверное, пошла. Ну, в общем, не попал. А вот еще второй. Тут 2 штуки даже, оказывается, были. Короче, не попал, ребят. Промахнулся я. Там самочка впереди. А здесь два рябчика. Но она ниже ушла пуля. Что-то. Или выше, хрен пойми. Без промахов тоже охоты не бывает. Одного подранил, 2 добыл, 1 промах. Ну, нормально. Идем дальше. Туда лезть не стану, там сыро, в общем. Там жопа. Ребят, думаю, пора заканчивать. В общем, дождь усиливается. Все умолкли. Все птицы. В общем, даже плащ не справляется. Я весь сырой уже. Куртка весь сырой. Короче, буду сейчас идти на избу. Ну, где-то с километра. Я отошел от избы. Сейчас поеду к избе. И возле дома что-нибудь лучше сделать. Антенну надо поставить сегодня. Попробовать. Ну и тут делать больше нечего. Просто, блин. Если только чисто охотиться на лося, он сегодня глухой. Я вам скажу. Такая погода, блин. Сырость, везде все шумит. А рябчика бесполезно сегодня манить. Все, короче, я пойду домой. На избу. Еще покажу вам грибной рай. Смотрите. Какая поляна. Сколько десятков грибов. Да тут сотни даже. Вон он. Все гниет. И там, и везде. Пипец. Вот это да, целый мешок грибов. В одном месте. Появилась изба, ребят. Наконец-то я у избы уже. Вон она. Печка топится, дым идет. Там тепло. Согреюсь. Вон там сушина, ребят. Вон. Вершинка свалилась там. Неудобно, конечно, будет пилить. Вот он. Между деревьев. В подсаде лежит. Но ничего страшного. Самое главное, близко от избы. Там, можно сказать, он сухой. Ох, хорошо дымит. Тула. Эй. Туламы. Вон он, бездельник. Да, сейчас отпущу, пусть погуляет. Сейчас за антенной сходим. Смотрите, как вода идет с крыши. Антенну надо где-то подлиннее. Сейчас пока перед тем, как раздеться, схожу за антенной. Тулан пусть погуляет. А? Гуляй ты, штанан.
Отпустил тулана, пусть побегает. Ну, как сказать, побегает. Смотрите, какая погода, чтобы бегать куда-либо идти. Все, я лично никуда сегодня уж больше не пойду. Здесь только возле избы там таежные дела делать буду еще. Как всегда, дрова. Сейчас все проверит. Да, добыл 2 рябчика, туланчик. Пока больше ничего глухарей не видели сегодня. Одни рябчики. Но хоть это радует. Немножко наесть. Вот сейчас намного выше антенна у меня. Потом проволок не хватило, перебор длинный, шест. Там, короче, сушину. Далеко пришлось сходить, между прочим, вообще близко ничего нету. Ну, посмотрим, проверим сегодня вечером. Днем вообще радио не слышно было. Может, из-за этой погоды. В общем, погода дрянь. Тулан нюхтит, ходит туда-сюда. А, не лежится тебе? Ну, ходи, ходи. Ой. Чего? Постоянно спрашивают, как я храню добытую птицу. На данный момент у меня 2 рябчика, сегодняшняя добыча. Я уже все кишки удалил, они питаются черникой, они синие пальцы стали. Тут еще желудок остался. Все, я это вынимаю также. Желудок и печень. Все. Птица пустая. Здесь ничего нету. Так, сейчас уже поздняя осень. И мухи сейчас уже не летают. После того, как я внутренности все удаляю, я просто на проволоку, ну, из алюминиевой проволоки здесь у меня сделано в амбаре такие вот. И так вешаю еще. Хоть как, хоть на веревке, хоть на проволоке, на что угодно. Вот так вешаешь и все. Есть спорный вопрос, ребят. Многие говорят, ну, не многие, а сейчас мне один человек сказал, что всегда птицу надо вешать вот так. Не знаю, почему так. Говорят, через клюв вся кровь выходит, но я не знаю. Здесь внутренность, ну, полости, как сказать, вот здесь, я не знаю, как это вся кровь вытечет. Может быть, я спорить не стану, ребят. Одним словом, я показал. Убирайте все внутренность и вешаете. Можно посолить, если теплая погода. Так, ну и с другой птицы тоже. Из другой птицы также вынимаю. Остатки это желудок. Это я выкидывать не стану. Это я буду собирать. В данный момент у рябчиков
туда добавляешь воду и в воде просто держишь. Вот. И желудок также чищу. Кому противно, не смотрите. Ну-ка, Тулан, уйди. Надрез. И просто одним махом, двумя пальцами. Все. Вот так чистишь желудок. Я раньше тоже как-то брезгливо относился к желудкам у птицы, именно боровой птицы. Но когда один раз попробовал, мне так понравилось мясо желудка, вот, что у рябчиков, что у глухарей. Такое нежное, вкусное мясо в нем. Не надо переборщить. Вот я немножко надрез поглубже сделал, и уже там внутри желудка там все. Ну, желудок, короче, порезал. Вот и все. Вот здесь пища у рябчика. И как же этот-то? Пища, камушки. Ну, чем он питается, все здесь. Вот и все. Здесь я буду собирать потихоньку, помаленьку, как удастся добыть. И отдельно отварю с перловкой. Вот и все. Весь сегодняшний добыча. Лучше, чем ничего, ребят. Два рябчика. Все здорово. Пришло время готовки. Сегодня я хочу пожарить макароны, приготовить макароны с тушенкой, и добавлю еще вот в соломку буду резать лук. Сперва немножко обжарю морковь с луком. И добавлю тушенки. Также чуть-чуть пожарю. Потом добавлю макарон сухой. Ну, я уже этот процесс готовки показывал. Сегодня полную готовку я показывать не стану. И с макаронами добавляешь воду, не жалея моркови. Что-то захотелось морковину. И где-то тушишь минут, полчаса, максимум 40 минут. Рис-то точно 40 минут надо отваривать, тушить. Плов, вот, когда готовлю. Макароны чуть-чуть меньше. И все. Быстро и просто. Вкусно. Время 4:30. Ну, сейчас уже начнет темнеть. Вовремя я пришел. Но целый день тоже бродил, в принципе. Чего там грызешь? Тулан. Надо когда на цепи, вообще спокой. Лежит и лежит. А сейчас то там грызет что-то, то еще. Одним словом, ребят, сейчас я нарежу еще морковь, нарежу лук и буду жарить. Вот, на растительном масле. Растительное масло бахнем. Поужинаю. И все. Радио ни хрена не слышно. Бесполезно стараться там. Ни одной волны. Только китайские. Нихау или что там. Канал какой-то. Так, вторая головка лука. Тоже не мелко режу.
полукольцами. Вот. 2 лука, в принципе, достаточно будет. Ну все. Сперва вот это все обжарю, потом добавлю тушенки. Пошла жара.
Вот, ребят, ужин готов. Такие макарошки получились с тушенкой. Морковь и лук. Добавил еще лавровый лист один. Все, будем ужинать. Пол-6 вечера, 17:30 вернее. И сейчас поужинаю, и что остается, только валяться. Если усну вчера тоже рано лег, потом в 11 часов проснулся, в печку там дрова закинул и дальше. Только вот хороший такой вот сытный сон у меня к утру было. Вот тогда я нормально уже спал вообще, как убитый. Вот. Ну, о сегодняшнем дне что можно сказать? Небольшая разведка была. Погода, как мы видим, пока не для охоты по пернатым. Посмотрим, что будет завтра. Также будем ходить. Только пока, как сказать, не определился. Посмотрю с утра, какая погода будет. Если, как сказать, будет ясная, солнечная, или не будет, если дождя, может, куда-нибудь подальше схожу. А если такая же, как и сегодня, сырая погода, ну, где-то посмотрим, поближе, наверное. Схожу, поохочусь также. Все равно, знаете, вот, несмотря на такую вот погоду, как видели, можно добыть чего-то. Конечно, основная масса птиц, она осторожная, и им тоже не хочется в такую погоду сырую там на манок там подлетать или еще. Они просто быстренько, скажем, на землю спустились, покормились и под елкой где-то сидят. Сам понимаете, дождь никому не нужен. Вот. Ладно, ребят, давайте я сейчас ужинаю и спать, что еще остается. Ждать завтрашнего дня. Попробуем, что получилось. В принципе, нормально. Я бы еще лавровку второй лист добавил. Вкусно. Так нам намного быстрее готовить. Не надо отваривать отдельно в посуде там макароны. Сразу можно в сковороде все приготовить. Вкусно. Все, до завтра. Завтра будем дальше снимать. А сейчас я ужинаю.